До конца года в Коми разработают концепцию развития туризма в регионе. Об этом стало известно во время стратегической сессии по туризму в этнопарке. Какие турпродукты могут стать самыми востребованными? Как правильно продавать свои территории? Об этом на площадке этнопарка говорили федеральные и региональные эксперты. Анастасия Тюрнина. Подробнее. Коми, мелодии под гармошку, сувениры и старинные наряды. В фойе конгресс-холла Финно-Угорского этнопарка гостей встречают колоритно. У нашей республики есть все возможности притягивать большое количество туристов. С одной стороны, бесконечная Парма, богатая культура и традиции. С другой – арктические территории, места сильных и непокоренных. Излюбленное направление для любителей экстремального и необычного отдыха. В Коми на арктических землях создадут туристический кластер «Северное сияние». Проект собирают синхронизировать с программой «Гектар в Арктике», чтобы получатели участков смогли воспользоваться различными преференциями. Но важно не только поддержать, но и определить приоритеты, на что именно делать ставку при развитии туризма в регионе. Какие будут востребованы турпродукты, да, что сегодня может Коми предложить туристу, потому что сегодня мы видим, как внутренний туризм развивается в стране, люди начинают путешествовать, узнавать свою родину, а для Коми, которая в полутора часах лета от столицы нашей родины, 15 миллионов человек, потенциальные, так скажем, ваши гости. И привлечь эти 15 миллионов может только что-то уникальное, то, что другие регионы предложить не смогут. В Коми есть такие сокровища, но важно создать хорошую инфраструктуру и рекламу своему турпродукту, чтобы монетизировать территорию. Федеральные эксперты озвучивают приоритетные направления, в их числе экотуризм, автотуризм, Усть-Цильма с историей старообрядчества, Воркута как новый смысл сталкерства, история с ГУЛАГом и промышленный туризм. И это лишь малая часть. Набор туристической фактуры – цель первого блока сессии. Методологически очень правильная работа, которая, конечно, должна результировать, потом входит камеральный этап, мы собираем все информацию от экспертов, главное, от бизнес-сообщества, да, которое здесь, на месте, осуществляет, собственно говоря, строительство некапитальных объектов, инвестирует свои собственные средства, пытается получить федеральные, региональные субсидии и так далее. Для того, чтобы это было общее понимание, для чего это происходит, да, какой плановый результат. Положительным опытом делятся Калининград и Архангельск. Есть о чем рассказать и Коми. Сегодня в нашем регионе работают уже 10 туроператоров, 160 турагентств, 112 коллективных мест размещения. Но нужно, чтобы они еще и хорошо работали в связке. Недавно подсчитали и поняли, что для того, чтобы турист провел на территории 3 дня, нужно, чтобы 30 предпринимателей оказали свои услуги. 30 предпринимателей для одного человека на 3 дня. О чем это говорит? Это говорит о том, что туризм вообще это поле договоренности. И только от того, насколько все договорятся, зависит успех и процветание туризма в регионе. В Коми сейчас разрабатывается концепция развития туризма. Отраслью путешествий с июня этого года больше не занимается Минкульт. Как это было в прошлые годы, все полномочия переданы региональному министерству экономического развития. Глава республики призвал сделать туризм полноценной новой отраслью экономики региона. Такая работа командная, начиная от земли, то есть это и муниципальное образование, и бизнес, предприниматели, чиновники, которые иногда порой бывает, что достаточно много где-то документов требуется, поэтому минимум бюрократии, максимум открытости от органов исполнительной власти, от органов муниципальной власти, для того, чтобы помочь бизнесу. Бизнес должен нам довериться, он должен нам доверять, а мы должны помогать, чтобы они как раз-таки формировали тот самый туристический продукт и продавали услуги, свои впечатления в республике Коми, тем самым повышая инвестпривлекательность и привлекательность региона в целом. Итогом стратегической сессии станет конкретная дорожная карта на 5 лет. А концепцию по развитию туризма в Коми правительство региона намерено утвердить до конца года. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.